Казани вынесли приговор 26-летнему молодому человеку, обвиняемому в серии разбойных нападений на торговые точки Казани. Налеты он совершал один, хотя при этом находился с друзьями, которые ничего не знали о деяниях их товарища. Чтобы избежать поимки, он переодевался перед каждым налетом, в том числе и в полицейскую форму. Старался не оставлять отпечатков и не попадать в камеры наблюдения. Но все равно был запечатлен на видео. Рамиль Шайдуллин посмотрел съемки преступлений и знает, какое наказание понесет подозреваемый за несколько десятков тысяч похищенных рублей. Вот он заходит в магазин, без промедления, даже не идет, бежит к кассе, угрожая продавцу пистолетом. Женщина и рада сама поскорее убежать, лишь бы не тронули, жизнь дороже денег. Мужчина тем временем вычищает кассу, прихватывает алкоголь и уходит. И так 3 раза смогли доказать суду следователи. В это время, как потом рассказал на допросах, он был с друзьями, перед новым 2018 годом катались на машине по городу. Он просил остановиться у магазинов и уходил, говоря, что надо что-то купить. Товарищей просил подождать в автомобиле. Потом, после ограбления, спокойно садился, и они ехали дальше. Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей. В результате четко спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и его местонахождение. 26-летнего казанца оперативники задержали 30 декабря. Новый год он встретил в следственном изоляторе. В ходе судебного заседания молодой человек признал свою вину полностью. По его словам, на преступление пошел из-за денег. Их ему катастрофически не хватало, тратил на развлечения и алкоголь. В рамках судебного производства по уголовным делам, обмундирование специального назначения и орудия преступления, пистолет и ружье, государственный обвинитель представил суду в качестве вещественных доказательств, подтверждающих причастность подсудимого к инкриминируемым ему деяниям. В итоге суд признал его виновным не только в этих разбоях, но и в кражах телефонных проводов, совершенных им осенью 2017 года в составе группы лиц по предварительному сговору. Принимая во внимание все отягчающие обстоятельства при совершении преступлений, Вахитовский районный суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. То есть в самых строгих условиях, какие только возможны в российских местах лишения свободы. Рамиль Шайдуллин, вызов 112.